Казанға, яғни Я являюсь старшим научным сотрудником лаборатории физики звезд. Сізге бір дұрыс тарих, сондай рухани, сондай уағыздар айтып жатыр. Многие говорят, а почему именно ледовак? Потому что варит, сварит. Я вообще-то уроженец здешних мест. Я закончил в 1966 году школу Кургальжино, здесь недалеко от нашей столицы. И в 1967 году поехал учиться в Алмату, поступил на архитектурный факультет. И до 1996 года учился, жил и работал в нашей тогдашней столице, в городе Алматы. Работал в Государственном проектном институте, создал немало проектов, и в том числе самый большой проект в Алмате – это был проект центрального рынка в городе Алмате, то есть всем известный Зеленый базар. Я Рустамбеков Серик Исаевич, заслуженный архитектор Республики Казахстан. Уже почти 50 лет я занимаюсь профессиональной архитектурной градостроительной деятельностью. Лесная дорога, которая будет. Здесь у нас есть парковки для туристических автобусов, где мы заезжаем. Впервые я услышал вообще об идее переноса столицы, сидя на кухне у своего земляка, товарища Нояна Хапарова. Радио, звучит голос президента, и вдруг я слышу, столица, Ахмала и так далее. Мы включили громко, и, как раз это был момент принятия того исторического решения о переносе столицы вот сюда, тогдашнюю Ахмалу. И мы в 1995 году с товарищами впервые набросали такой эскиз, свое видение примерно, и как-то пробились к президенту. Если вы помните, в принципе, идея переноса столицы политической элите не встретила, так сказать, восторга особого. А тут какие-то архитекторы приходят и, уже работают над планом столицы. Конечно, эта идея им понравилась, но, тем не менее, он поручил президенту Союза архитекторов тогдашнему организовать и провести республиканский международный конкурс. Откликнулся на это всемирно известный архитектор Киша Курокава. И началась наша совместная работа с Кишей Курокавой над тем основным генеральным планом города, собственно, и по которому в основном город и развивался все прошедшие годы. После генерального плана самым крупным проектом, которым я занимался последние 25 лет, это реконструкция русла реки Иши. Мало кто знает, что его длина в границах города составляет 37 километров. Но вообще надо сказать, что эта реконструкция шла не просто для того, чтобы украсить берега, сделать красивые набережные. Она осуществляет важные инженерные функции. Она родилась из программы инженерной защиты территории города от затопления при паводке по реке Иси. Поэтому очень важно было, обеспечить необходимую пропускную способность русла. Для этого это русло расширялось, углублялось, параллельно закреплялись его берега, появились водоподпорные сооружения, гидротехнические сооружения. И таким образом город будет навсегда защищен от угрозы затопления при паводке. «25 лет, как я живу и работаю в этом городе. Все происходит на моих глазах. Каждый город имеет свой символ. И вот таким символом для нашего города, для новой столицы стал этот Байтерек. И, конечно, меня всегда обуревают такие радостные чувства, что это связано с именем моего младшего брата. И ведь Байтерек стал не только символом вообще нашего города, он является символом целой страны.
Он стал узнаваем, по байтереку узнают наш город.